Крымский вечер. Здравствуйте, вы слушаете программу «Крымский вечер» на волнах радио «Крым Реалии». В студии работает Алена Бадюк. И я напомню, что наш прямой эфир вы можете слушать на частоте 648 АМ, если вы находитесь в Крыму. Также мы доступны в интернете, на сайте «Крым Реалии». Прямо сейчас вы уже можете смотреть наш стрим, а также на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Присоединяйтесь к нашему прямому эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы звоните нам из Крыма, а если с материковой части Украины, используйте номер 044 490 2905. Пишите ваши комментарии, в частности, возле YouTube-трансляции на канале Крым Реалии. Вы можете это сделать прямо сейчас. Также все ваши вопросы, которые вы будете задавать по теме, которую мы сегодня обсуждаем, мы также будем озвучивать в течение нашего эфира. И также я хочу вам напомнить, что подключаться к нашему прямому эфиру вы можете с понедельника по пятницу с 17 до 17:45 и также с 19:15 до 20:00 длится программа «Крымский вечер», вот как сейчас. И в остальное время вы можете оставлять сообщения на наш автоответчик 8 800 10 06 926. Итак, тема сегодняшнего дня – новая волна задержаний в Крыму. Как развивалась ситуация, расскажу по порядку. Вечером 23 ноября крымский адвокат Эдем Семедляев вышел из Симферопольского изолятора временного содержания, где он провел 12 дней административного ареста. Ранее суд также оштрафовал его на 4000 рублей по еще одному админпротоколу за отказ раздеться по требованию сотрудника Центра по противодействию экстремизму. Арестовали Семедляева, напомним, за якобы неподчинение законным требованиям полиции. Российские силовики требовали, чтобы адвокат не записывал, как составляют протоколы на задержанных крымских татар. Напомним, что 25 октября Эдем Семедляев присутствовал на апелляции по делу так называемой красногвардейской группы Хизбут-Тахрир. Позже, после массовых задержаний крымских татар у здания подконтрольного России Крымского гарнизонного военного суда адвокат пытался осуществить их защиту в Центральном отделе полиции номер 3. И вот вчера вечером, когда Эдем Семедляев вышел на свободу, встретить его пришли несколько десятков активистов, однако их задержали. Был задержан 31 человек, в том числе 10 женщин, журналистов Крымской солидарности, у которых были при себе пресс-карты, в том числе они были среди задержанных. Их отвезли в 3 отдела полиции. Это уже 6-е массовое задержание крымско-татарских активистов с сентября этого года, которое проводят российские силовики в Крыму. Людей задерживают под зданиями судов, управления ФСБ и отделов полиции, куда активисты приходят поддержать своих соотечественников. Впоследствии на задержанных составляют, как правило, админпротоколы, и российские суды Крыма штрафуют активистов. Итак, что известно о задержанных вчера активистах? Как сообщает объединение «Крымская солидарность», среди них числятся 5 гражданских журналистов. 3 из них имели редакционное задание и пресс-карту. 23 ноября журналисты «Крымской солидарности» Энвер Алимов, Алим Сулейманов, Вилен Темирьянов, Длявер Ибрагимов и Симар Аблялилов отправились к ИВС Симферополя для освещения, собственно, встречи активистов с адвокатом Эдемом Семедляевым. Те журналисты, которые работали с пресс-картами при задержании, сообщили сотрудникам Росгвардии и российской полиции, что те препятствуют их профессиональной деятельности, но, однако, реакции никакой не последовало в плане того, что продолжалось задержание, и позже их доставили в Киевский, Центральный и железнодорожный отделы полиции. Также среди задержанных есть женщины, в том числе, к примеру, супруги политзаключенных Фархада Базарова и Яшара Муединова, сообщает Крымская солидарность. По данным, которые опубликовала правозащитница Лутфия Зудиева, в отделе полиции номер 3 Центральный города Симферополя утром составили 4 протокола, никого из удерживаемых не отпустили, и всего туда доставили 10 человек.
Еще в одном отделе полиции номер 2 киевский составили 11 протоколов. Никого из удерживаемых не отпустили, развезли по различным ИВС, в том числе 3 женщин, кроме несовершеннолетнего Омара Абдулгазиева. На него также составили протокол. И по словам Лутфии Зудиевой, еще 10 протоколов составили на задержанных, доставленных в отдел полиции железнодорожный. 4 женщин отпустили на ночь домой с обязательством о явке под суд сегодня в 12 часов дня. Несовершеннолетнюю Мирьем Куламетову отпустили под расписку вместе с дедушкой. И 5 человек, включая 2 женщин, уже под утро отправили в ИВС, сообщила Лутфия Зудиева сегодня. Одна из женщин, которая вышла из отдела полиции железнодорожный в 4:30 утра 24 уже ноября, Айше Арсланова, рассказала в комментарии Крымской солидарности о своем задержании и задержании еще нескольких женщин. Давайте послушаем. Пришли встретить сегодня нашего адвоката Эдема Семедляева. Вот. Мы собрались, никакого вреда мы не причиняли, просто с шагами стояли, ждали. Но тут подошли какие-то службы, это может быть ОМОН или что. Подошли и стали просить, чтобы мы прошли в автобусы. При попытке уйти они нас не отпустили. Девушки провели, мы сели в автобусы. Они отвезли нас в железнодорожное отделение. Там оставили часть наших людей. А потом привезли нас в другое отделение. Очень долго держали, не давали нам переводчика, адвоката долго не пускали. При выходе какая-то машина и полицейские стали заставлять нас сесть в машину, чтобы мы поехали на какое-то медицинское освидетельствование. Но благодаря тому, что при выходе Эдем Семедляев дал мне свой номер телефона на всякий случай, на ступеньках я быстро ему позвонила, он говорит: подождите, не садитесь в машину. Вот мы немножечко задержались, они настаивали, хотели нас повезти. Вот. Но как только Эдем вышел, и этот человек, который заставлял нас сесть в машину, он говорит: давайте быстро-быстро покидайте территорию, уходите. Это был комментарий Айше Арслановой, одна из женщин, которая вышла сегодня ночью из отдела полиции железнодорожный. Она была задержана так же, как и еще 30 человек. Накануне вечером, 23 ноября, все эти активисты, журналисты, женщины, дети и просто друзья и знакомые Эдема Семедляева, они ждали его под ИВС. И Эдем Семедляев вышел вчера, но об этом чуть-чуть попозже я еще расскажу. Еще немножко информации в контексте задержания. Сегодня, 24 ноября, в Крыму проходят судебные заседания, на которых рассматривают админпротоколы, о которых мы уже упомянули, составленные на задержанных накануне крымско-татарских активистов. Известно уже, что подконтрольной России Киевский районный суд Симферополя вынес постановление об административном аресте журналиста Вилена Тимирьянова на 14 суток. У него при задержании, напомним, была пресс-карта и редакционное задание. Однако это не остановило российских силовиков, и они задержали Тимирьянова, и вот сейчас уже известно о решении суда. Итак, о чем сегодня будем говорить? При каких обстоятельствах произошла новая волна задержаний крымчан? Кто оказался среди задержанных? Немножко об этом мы уже рассказали. В чем их обвиняют? Одинаковые ли обвинения у всех задержанных? И, конечно же, о реакции на эти события со стороны украинской власти, со стороны общественности, и в том числе мировой общественности. Об этом также сегодня пойдет речь. Начнем мы нашу программу с комментария непосредственно Эдема Семедляева. Сегодня днем нам удалось с ним связаться, и он рассказал, что тех активистов, кто пришел его поддержать, задержали еще до его выхода из ИВС, и после того, как Эдем Семедляев вышел из изолятора, он сразу вернулся к адвокатской деятельности. Давайте послушаем. Да, конечно, вернулся, потому что именно вчера, когда люди пришли встретить меня, поддержать, высказать слова теплые, приятные, их задержали возле изолятора временного содержания, откуда я должен был выйти, и задержали даже до того момента, как я вышел. Всех задержанных людей развезли по отделениям полиции, это в центральный отдел полиции, железнодорожный и Киевского района. И, конечно же, я не мог в этот момент стоять в стороне,
И тоже, несмотря на позднее время уже, было час ночи, я тоже поехал представлять интересы этих людей. И сегодня также вот мы почти целый день находимся возле судов. Людей вроде бы доставили, сам суд нас не пускают, говорят, ожидайте, что сегодня будет рассмотрение этих протоколов, но пока никаких продвижек нету. Я отмечу, что комментарии мы записывали сегодня днем, тогда Эдем Сметляев еще находился под зданием суда, заседания на тот момент еще не начались, а начались они около 17 часов по крымскому времени. Вот. И также мы спросили Эдема Семедляева, с чем он связывает такую новую волну задержаний. Вот что ответил адвокат, давайте послушаем. Конечно же, власти, правоохранительным органам очень не нравится, когда люди приходят и поддерживают людей, поддерживают своих родственников, близких. Это очень сильно меняет картинку, которую пытаются показать, что происходит в Крыму. А именно, власть пытается показать, что вот она ловит террористов, она защищает население от террористов, а тут так называемых террористов приходят огромное количество людей и поддерживают. То есть если бы человек был реальный террорист и пытался кого-то взорвать, убить, не знаю, как-то навредить, то, я думаю, ни один человек бы не пришел и не поддерживал бы его. А здесь происходит все наоборот. Поэтому они пытаются, чтобы никто не приходил на процессы, никто не приходил и не поддерживал семьи, которые оказались в такой беде. И поэтому они включили такую репрессивную машину, когда люди, пришедшие поддержать, которые соблюдают все санитарные нормы, стоят в масках, стоят с дистанции, без каких-либо там требований, транспарантов и всего остального, людей просто наглым образом начинают задерживать, грузить в автобусы, и уже на сегодняшний день не смотрят, это женщины или бабушки или дети. То есть грузят всех подряд. Вчера, например, именно упор сделали на женщин. И, конечно же, мы расспросили у Эдема Семедляева и о его непосредственно задержании, о том, в каких он условиях отбывал административный арест. И вот что он отметил. Что касается отбывания админареста в изоляторе временного содержания, адвокат сказал, что помещение его именно в ИВС – это уже само по себе нарушение. Нарушение, то, что они совершили, конечно же, административно задержанных нельзя содержать в изоляторе временного содержания, потому что изолятор временного содержания рассчитан на следственно арестованных. Это те, кто проходит по уголовным статьям. Но вот меня, по крайней мере, содержали там. И еще один вопрос, который мы задали Эдему Семедляеву. С чем он связывает свое задержание и последующий арест, и чувствует ли давление со стороны российских властей? Вот что он ответил. Конечно же, мы как адвокаты это давление чувствуем. Это и первые аресты моего коллеги Эмиля Курбединова, это вот и мой арест, обыск в нашем офисе, нападение, там, разбитие стекла нашего офиса. Конечно же, мы ощущаем это давление, потому что мы так неудобные, колючие адвокаты, которые пытаются добросовестно отстаивать права своих доверителей. Это был комментарий, напомню, крымского адвоката Эдема Семедляева. И также мы собрали немного реакций украинских, во-первых, властей, да, официальную позицию сейчас мы озвучим, и также некоторых и общественных организаций. Сегодня эти реакции появляются в течение дня. Вот, к примеру, Министерство иностранных дел Украины каким образом отреагировало. Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джипар осудила новое массовое задержание российскими силовиками крымско-татарских активистов в Симферополе, которые, напомним, 23 ноября встречали освободившегося после админареста адвоката Эдема Семедляева. Вот что написала Эмина Джипар в Твиттере. Цитирую далее. В Крыму новое задержание крымско-татарских активистов. Среди 31 задержанного есть женщины и журналисты. Они встречали адвоката Эдема Семедляева, у которого истек срок ареста. Россия должна немедленно прекратить произвольное задержание и аресты и освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан, написала Джипар в Твиттере. Также отреагировала и действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым и
и города Севастополя. В ведомстве открыли уголовное производство из-за задержаний крымско-татарских активистов, которые пришли к зданию ИВС в Крыму, чтобы встретить Эдема Семедляева. Как сообщает украинское ведомство, производство открыто по статье «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Российским силовикам, которые задерживали активистов, грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок. Сообщается, что это уже 6-е массовое незаконное задержание крымских татар с сентября этого года. Мы очень рассчитываем на то, что к нашему эфиру присоединится уже совсем скоро Лутфия Зудиева, крымская правозащитница, так как очень важно знать информацию, которая актуальна на данный момент, как проходят судебные заседания и, собственно, в чем обвиняют активистов, у всех ли одинаковые обвинения, также это важный и актуальный вопрос. И сейчас мы приглашаем к нашему разговору по скайпу. С нами находится на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, добрый вечер. Здравствуйте. Конечно, хотелось бы услышать и вашу реакцию на то, что произошло и накануне вечером, и сегодня. Мы знаем, судебные заседания уже также длятся. И у нас только что был комментарий адвоката Эдема Семедляева, который свое мнение по этому поводу высказал. И, к сожалению, сегодня мы наблюдаем новую, очередную, как сказали в прокуратуре Крыма, это уже 6-я волна, только с сентября месяца. Да? Как вы считаете, с чем она связана? Ну, действительно, вчера вечером беспрецедентная акция подавления крымских татар. 31 человек, среди которых много женщин, которые пришли встретить выход из изолятора, из СИЗО адвоката Эдема Семедляева, которого, в свою очередь, 12 дней назад абсолютно незаконно лишили свободы. Люди пришли, чтобы встретить своего соотечественника, выходящего на свободу, с какими-то там поздравлениями, шариками. И этих людей забрали всех в отделение полиции, и там уже по отношению к ним осуществлялось полное беззаконие даже по законодательству страны оккупанта. Вы знаете, уже, наверное, об этом говорили в своей передаче, что не просто женщины были оставлены на ночь лишены свободы. Мы даже говорили о том, что и детей также задержали вчера. Да, там была несовершеннолетняя девочка, 14 лет, которая с мамой вместе была захвачена русскими оккупантами. Там был мальчик несовершеннолетний, которого только сегодня отпустили. И на него, кстати, также составили протокол. Вот составили протокол, и, видимо, скорее всего, этот протокол будет задействован в отношении его родителей за то, что, мол, они не следят за пребыванием в тех или иных местах своего сына. Но там же были женщины, у которых были малолетние дети, их оставили на ночь в отделении полиции. И Азизова Эльвина, у нее 2-летний ребеночек, Яникова Фатиме 4 детей, Ибраимова Наиле 6 детей. Но для оккупированного Крыма мы сейчас наблюдаем новое явление, когда репрессии приобретают более жестокий характер, и они направлены в том числе и особенно против женщин. Пока еще не в плане уголовного преследования, но административное преследование в полной мере. Так было тогда, когда люди пришли 4-5 сентября узнавать, где же задержанные Нариман Джелял, Азиз и Асан Ахтемовы. Около суток не знали люди и родственники, а потом выяснилось, что их в это время пытали в подвалах, а теперь люди пришли встречать выходящего на свободу адвоката, и их арестовали. Российская Федерация, оккупировавшая Крым, ужесточает преследование крымских татар.
Вот Эдем Семедляев рассказал сегодня нам в комментарии о том, что он до сих пор чувствует давление, да, и не только он, и он рассказал и напомнил нам, да, о ситуации, к примеру, с Эмилем Курбединовым, которого также в свое время задерживали, вот, и объяснил это тем, что и сейчас эта новая волна, она случилась. Почему? Потому что такая картинка, она невыгодна российским властям, да, что люди приходят и поддерживают своих соотечественников, которых они считают незаконно, да, помещают вот в такие места лишения свободы и незаконно задерживают. Как вы считаете, сколько это может продолжаться? Но вы правильно обратили внимание, и я согласен с оценкой Эдема Семедляева. Дело в том, что вообще на любых оккупированных территориях репрессии направлены на то, чтобы подавить волю людей и сделать их абсолютно послушными. А в Крыму это вот уже на протяжении 7 лет, уже более 7 лет, это не удается. Крымские татары в подавляющем большинстве своем они не приемлют российскую оккупацию. Они демонстрируют абсолютно иные стремления в отношении и своего будущего, и в отношении будущего своей родины Крыма. И поэтому, исходя из этого, такие режимы, как путинский режим, они не знают других методов, как усиливать репрессии. Поэтому вы спросили меня, будут ли дальше ужесточение преследования крымских татар, этнических украинцев, да, и вообще всех тех, кто не разделяет то навязываемый Москвой российский статус Крыма, они все в зоне особого такого риска, они все будут преследоваться. Мы сегодня видели и заявление со стороны украинского МИДа и действующей на материке прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Также мы знаем, что украинский омбудсмен Людмила Денисова также осудила то, что произошло вчера и в плане задержаний, и в плане преследований, и по поводу задержания адвоката Эдема Семедляева. Также мы слышали череду таких заявлений, да, но получается, что кроме заявлений, есть ли какие-то инструменты, которые могли бы оказаться действенными, да, для ситуации и чем-то помочь задержанным? Но здесь все же откровенны, и никто не утверждает иное. Те инструменты, которые сегодня в наших руках, они не настолько эффективны, чтобы остановить преследование граждан Украины в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Но это не означает о том, что эти инструменты не должны быть задействованы. И поэтому полнейший мониторинг ситуации в оккупированном Крыму, фиксация всех преступлений, совершаемых российскими оккупантами в отношении граждан Украины, возбуждение уголовных дел. Это все составляет ту основу, которая будет положена потом судебное преследование всех тех, кто в Крыму сейчас совершает преступления. Мы ничего нового не выдумываем. Практически во многих странах, где происходили подобные события, или где прошлись военные действия, все проводилось определенным образом для того, чтобы дойти до международного трибунала по осуждению военных преступников. А в нашем случае мы, естественно, все ратуем и выступаем за то, что должен быть сформирован международный трибунал по осуждению преступников вот в ходе российско-украинской войны. Все это надо делать и резолюции принимать, те, которые формируются на различных международных площадках. Вы знаете, что буквально на прошлой неделе
Третьим комитетом ООН была одобрена резолюция о положении прав человека во временно оккупированном Крыму. Эта резолюция в середине декабря этого года будет вынесена на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Безусловно, она будет принята, в этом никаких сомнений нет. И вот подобного рода международные фиксации – это все это кирпичики, которые складываются, но под основу будущих международных судов. Я хотела еще вот как раз уточнить в связи с тем, что вы только что сказали, как я уже немножко рассказала, мы сегодня видели реакцию действующей на материке прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, и в их заявлении было написано, что российским силовикам, которые задерживали активистов, и, как мы понимаем, не только которые задерживали активистов вот 23 числа, да, ноября, а и ранее мы слышали также подобные заявления, им грозит наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или лишения свободы на тот же срок. То есть вот по украинскому законодательству они могут получить вполне реальный срок. Вот, но, Рифат ага, к вам такой вопрос. А при каких условиях это может случиться? Ну, как только эти преступники попадут в руки украинского правосудия, или они попадут в поле действия международных правовых институций. И поэтому здесь нашему государству, в том числе и через деятельность правоохранительных органов, как прокуратура Автономной Республики Крым, Генеральная прокуратура Украины, СБУ, а также различные специальные службы, как контрразведка, разведывательные, нам надо, наверное, уже находить возможности для более такого точечного, целенаправленного преследования конкретных преступников, чьи действия просто наносят такие страдания, непоправимые в жизни конкретных людей. Скажем, вот есть такие братья Шамбазовы. Один Руслан, он работает в Центре по противодействию экстремизму. Такая есть российская оккупационная Как раз его структура. эта фамилия звучала, мы знаем, и в контексте задержания Эдема Семедляева. И не только... Из последних, это только из последних. Знаете, это ведь в истории все повторяется. Это как годы Второй мировой войны. Были солдаты, которые совершали преступления, скажем так, в общем строю каких-то военных действий, а были военные, которые имели маниакальные какие-то стремления постоянно убивать людей. И вот если говорить об этих двух братьев, я все-таки расскажу о них. Руслан Шамбазов ранее служил в рядах МВД Украины в Автономной Республике Крым. Он сразу перебежал на сторону российских оккупантов. У него есть брат, который служил в Главном управлении СБУ Украины в Автономной Республике Крым. Тот сразу перешел в ряды российского ФСБ. Вот эти два брата, они носители просто такой яростной татарофобии. Они поставили перед собой цель максимально доставлять боль тем людям, которые не могут им там сейчас ответить на их издевательство по отношению к ним. Шамбазов Руслан вчера всю ночь он был в этих отделениях полиции, где содержали насильно и незаконно женщин, мужчин арестованных. Он пытался своими репликами, комментариями провоцировать наших соотечественников. Вот подобного рода люди, они должны уже выноситься как бы за, может быть, за рамки общего списка преследуемых, и по отношению к ним должны быть задействованы все возможные и невозможные методы для того, чтобы их привести в поле действия украинского законодательства.
в том числе и целенаправленное преследование различными такими, скажем так, непубличными методами. Мне представляется, что в нашей ситуации мы уже как государство имеем моральное право совершать и такие действия, чтобы эти люди оказались в поле действия украинского законодательства. Рифат Ахай, еще такой к вам вопрос, уже финальный. Видите ли вы какие-либо рычаги давления на Россию сейчас, вот с тем, чтобы таких преследований в Крыму было меньше? Я уже не говорю, чтобы их не было вообще, да, но, по крайней мере, чтобы хоть как-то повлиять на то, чтобы задержаний и задержанных их было меньше. Не только я, и многие другие вовлеченные сопротивление российской агрессии говорят о тех мерах, которые должны предприниматься в отношении Российской Федерации, чтобы заставить ее возвратиться в рамки международного права, освободить оккупированные украинские территории. И об этих мерах многократно говорится и говорилось, и говорится на различных международных площадках. В частности, я просто могу напомнить два наиболее часто повторяющих. Это эмбарго на российские энергоносители, в первую очередь нефть и газ. Это отключение российской банковской и всей финансовой системы от SWIFT. Но все дело в том, что международное сообщество, и прежде всего в рамках Европейского Союза, скажем так, еще не совсем готово, чтобы тут проявить политическую волю и такими методами заставить Россию следовать международному праву. Но я думаю, что рано или поздно все страны придут к такому мнению. Вы обратили внимание, наверное, на те дискуссии, которые происходили буквально на прошлой неделе в связи с обострением ситуации на белорусско-польской границе. И многие страны видят о том, что поощрение, скажем так, недостаточные меры по тому, чтобы остановить российскую агрессию, они чреваты большими катаклизмами, социальными катаклизмами для Европы. Возможно, вот такое протрезвление, оно скоро наступит. Спасибо вам, спасибо, что включились сегодня в наш эфир. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на прямой связи по скайпу. И есть уже новая информация на страничке Крымской солидарности, объединение, которое освещает эти события. И сказано, к примеру, что судебное заседание в отношении крымских татар, по некоторым есть уже решение. Суд вынес следующее решение, в частности, по Тимирьянову Велену, как я уже рассказывала в начале нашей программы, 14 суток админареста. Далее также уже есть решение Азизов Руслан 12 суток админареста, Абдураманов Смаил 12 также суток административного ареста, Азизова Эльвина оштрафована на 15 тысяч рублей, так же как и Ибрагимова Наиле, Ниметулаев Кемал 10 суток административного ареста, Параламов Решат 12 и Яникова Фатиме оштрафована на 10 тысяч рублей. Вы слушаете программу «Крымский вечер». Говорим мы сегодня о новой волне задержаний в Крыму. 23 ноября возле изолятора временного содержания собрались активисты, чтобы встретить адвоката Эдема Семедляева, который вышел после отбывания админареста, и еще до того, как он вышел, российские силовики задержали 31 человека. Среди них оказались и женщины, и дети, журналисты, и другие активисты. И говорим мы сегодня о том, что известно по задержаниям, по судебным заседаниям, и можно ли как-то повлиять на действия российских властей, и с тем, чтобы таких явлений на полуострове, аннексированном полуострове, было меньше. Я приглашаю к нашему разговору Михаила Савву, это российский политолог, доктор политических наук, глава правления экспертной группы «Сова» и правозащитник. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер. Я еще добавлю вот к своему вопросу, адресованному вам, такую информацию. По состоянию на конец октября этого года по меньшей мере 116 человек находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированных или религиозных уголовных преследований в аннексированном Крыму. Такие данные сообщала Крымская правозащитная группа. Как вы считаете, почему система не останавливается? Система не останавливается, потому что она считает такие аресты очень важным элементом своего выживания. Эта система ориентирована на то, что любая организованная структура людей, которая не подконтрольна власти, является враждебной. В свое время полковник ФСБ сказал мне в ходе одного из допросов: для нас клубы собаководов и любителей кошек – это потенциально враждебные структуры. Потому что люди организовались, знают друг друга, сегодня они занимаются своим хобби, а завтра они также организованно пойдут на баррикады. Другими словами, работает принцип: есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы, унаследованный еще от Сталина. И система работает на разрушение структур. В Крыму вот эти социальные структуры, которые не согласны с властью, главным образом являются крымско-татарскими. Поэтому удар направлен сюда, и эта тенденция надолго. Надолго в том смысле, вот сколько будет этот режим, столько это будет продолжаться. Мы слышали сегодня и такие реакции от аналитиков и правозащитников, то, что в новую волну, да, так называемую, уже попали и женщины, и дети. То есть я читала решения судов, да, и женщины оштрафованы многие. Почему такое поведение российских властей становится, все более и более циничным, я бы так это сформулировала? Оно и было предельно циничным, и если женщины и дети появлялись где-то на протестных акциях, к ним относились ровно так же, как и к мужчинам, которые там были. То есть в данном случае я не вижу каких-то новых тенденций, но я вижу новую тенденцию в ударах по адвокатам. Вот то, что происходит сейчас в Крыму, очень показательно, поскольку российский режим начал атаковать то, что можно назвать инфраструктурой спасения. Это адвокаты, это журналисты, это группы поддержки людей, которых арестовали по политическим мотивам. Это некоммерческие организации, которые собирают средства на то, чтобы поддерживать вот этих людей. То есть бьют по правозащитникам, бьют по адвокатам, не по оппозиционерам, а уже по тем, кто просто им помогает в их деятельности или помогает им иногда спасти. Вот это действительно новая вещь, и это говорит о том, что режим поставил себе задачу тотально искоренить любое инакомыслие. Еще бы я хотела поинтересоваться вашим мнением по такому вопросу. А насколько вот такая политика преследований, которую Россия осуществляет на территории аннексированного Крыма, насколько она отличается от той политики преследований, которую Россия проводит в своих регионах на территории своей страны? Есть ли какие-то в этом отличия? Мы помним, например, да, о недавних заявлениях касательно правозащитного центра «Мемориал». Да, и очень часто, в принципе, мы сравниваем то, как происходит это на территории России, и то, как происходит на территории аннексированного полуострова. А как вы можете сказать нам вот по таким оценкам, да, действий российских властей касательно вот таких регионов? Региональные различия действительно есть, они очевидны, и они состоят, скажем так, в степени игнорирования российских же законов. Но Крым в данном случае не является единственным исключением, не является территорией, где наиболее нагло нарушаются даже законы Российской Федерации. Я обратил внимание в свое время, несколько лет назад, что после аннексии в Крыму оказалось огромное количество силовиков из субъектов Российской Федерации и Северного Кавказа. Из Дагестана, из Чеченской Республики, из Ингушетии.
То есть это именно те регионы, где фальсификация уголовных дел осуществляется наиболее массово и наиболее нагло, где игнорируется даже российское законодательство, где прокуратура всегда в 100% случаев выступает на стороне следствия. Другими словами, опыт именно этих людей, наиболее завзятых нарушителей, российские власти решили использовать в Крыму. Там были случаи, когда следователи ФСБ, они же привезли с собой флешки с готовыми текстами, даже забывали изменить шапки, и там было по республике Дагестан, хотя работал он уже в Крыму. Алло, Михаил? Да-да. Да-да. Угу. И я хотела еще у вас спросить, а видите ли вы лично выход из этой ситуации? Можно ли как-то повлиять на политику российских властей относительно оккупированного Крыма? К сожалению, нет. Этот политический режим, те люди, которые в настоящее время находятся у власти, будут проводить эту политику. Она может изменяться только буквально в миллиметровых каких-то пределах, несущественных. Выход только в том, что этот режим перестанет существовать. И это неизбежно. И это единственный выход из этой ситуации? По вашему мнению? Да. Для тех людей, которые сейчас подвергаются репрессиям, это, наверное, не очень комфортно слышать, но это так. Спасибо вам, что включились сегодня в наш эфир. Михаил Савва, российский политолог, доктор политических наук и глава правления экспертной группы «Сова» был с нами на прямой связи. И я напомню, что сегодня мы говорим о новой волне задержаний в Крыму. Накануне 23 ноября возле изолятора временного содержания собрались активисты, чтобы встретить адвоката Эдема Семедляева, который вышел после отбывания админ-ареста. И еще до того, как он вышел, российские силовики задержали 31 человека. Среди них оказались и женщины, и дети, и журналисты, и другие активисты. И я уже сегодня рассказала, как отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины, как отреагировали в прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя. Также я хочу сейчас рассказать, как отреагировал украинский омбудсмен, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила очередное массовое задержание российскими силовиками крымско-татарских активистов в Симферополе 23 ноября. И вот свою реакцию она также опубликовала на своей странице в Facebook. Я далее цитирую, там написано: «Осуждаю незаконное задержание украинских граждан во временно оккупированном Крыму. Своими действиями страна-оккупант нарушает 10-ю статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнений. Это право включает, в частности, свободу придерживаться своих взглядов и идей без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ», говорится в сообщении Денисовой в Facebook. И также в Национальном союзе журналистов Украины осудили задержание в Симферополе крымско-татарских активистов, среди которых также были и гражданские журналисты, как мы уже рассказали. Далее я также зацитирую. «Российская полиция Крыма повторила позорную практику задержания людей, которые приходят встречать освободившихся из-под ареста. На этот раз был задержан 31 человек, в том числе 5 журналистов. Коллеги имели пресс-карты, а еще один вел видеосъемку с места события. Это гражданские журналисты Энвер Алимов, Алим Сумелейманов, Вилен Тимирьянов и для Веры Ибрагимов Симар Аблялилов. Своими действиями крымская полиция сознательно препятствовала журналистам в исполнении их профессиональных обязанностей», говорится в заявлении Национального союза журналистов Украины. В организации потребовали от российских властей прекратить подобную практику в Крыму. Но, как мы знаем, никто из представителей российских властей на уже эти заявления и от МИДа Украины, и от прокуратуры Крыма, и украинского омбудсмена, и НСЖУ никто пока не отреагировал. И
Я еще хотела напомнить, что, в частности, Эдем Смедляев, сегодня мы с ним успели поговорить еще до того, как он пошел на заседание, где рассматривались сегодня, собственно, и, как мы знаем, уже выносятся решения относительно активистов. Сегодня мы с ним пообщались и спросили, с чем он конкретно связывает вот такие вот действия. Давайте напомним. Да, конечно, вернулся, потому что именно вчера, когда люди пришли встретить меня, поддержать, высказать слова теплые, приятные, их задержали возле изолятора временного содержания, откуда я должен был выйти, и задержали даже до того момента, как я вышел. Всех задержанных людей развезли по отделениям полиции, это в центральный отдел полиции, железнодорожный и Киевского района. И, конечно же, я не мог в этот момент стоять в стороне. И тоже, несмотря на позднее время, уже было час ночи, я тоже поехал представлять интересы этих людей. И сегодня также вот мы почти целый день находимся возле судов. Людей вроде бы доставили, сам суд нас не пускают, говорят, ожидайте, что сегодня будет рассмотрение этих протоколов, но пока никаких продвижек нету. Это был комментарий Эдема Смедляева, с которым мы сегодня успели пообщаться еще днем. Вся самая свежая информация будет размещена на сайте Крым Реалии, и если вам интересно отслеживать вот эти события, то вы можете всю информацию актуальную там найти. Меня зовут Алена Бадюк, и я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.